Все пришедшие на участки для голосования получали по 2 бюллетеня для выбора кандидатов по партийному списку и одномандатному округу. Голосование было рейтинговым. Каждый избиратель мог поддержать сразу несколько кандидатов из тех, кто прошел праймерис. Всего в них участвовали 222 человека. Они провели более 200 раундов дебатов и 400 встреч с гражданами. Каждый четвертый участник праймерис беспартийный. Мы выстраиваем это для того, чтобы показать людям, и молодых, и опытных, преемственность тоже надо сохранять депутатов. Я думаю, что последнее слово за избирателем. А избиратель у нас он подготовленный. Он видит и понимает, и знает, что надо бы избрать таких, кто оправдает его надежды, на 5 лет передав свои полномочия Иванову, Ахметшину, Петрову, Сидорову, которые скажут, что вот я буду защищать интересы республики. В воскресенье с 8 утра до 8 часов вечера работали 460 счетных участков. Голосовать мог любой желающий. Единороссы воплотили проект партийной мобилизации. Не только сами пришли, но и сподвигли своих родных и близких. Как отметили в оргкомитете, явка составила более 13,5%. Самыми активными стали отнинцы, сабинцы и тюльчинцы. Здесь проголосовал почти каждый 5-й житель. Предварительное голосование на всех участках и в целом в республике прошло организованно. Не поступало ни одной жалобы ни на счетные участки, ни в организационный комитет, ни в ситуационный центр. Сейчас счетным комиссиям предстоит обработать бюллетени и внести данные в электронную систему. Итоговый протокол с рейтингом участников обещают представить не позднее 28 мая. Итоговый протокол будет и в основе окончательного решения о том, кто войдет в список для выборов в Госсовет. Объявят его в июне после обсуждения на партийной конференции. Дмитрий Аринин, Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.